Всем привет! Вы на канале Видео Победа. Сегодня я расскажу вам о самых загадочных фотографиях, которые я только смог найти в интернете. Всем приятного просмотра! Посмотрели сюда? Фотография гибели группы Дятлова. В 1959 году 9 советских туристов загадочным образом погибли в Уральских горах. Фотография, которую вы видите, была сделана командой спасателей. Согласно спасателям, туристы разрезали палатку и выбежали босиком на снег, пытаясь от чего-то убежать. 6 туристов погибли от переохлаждения, 2 от переломов грудины и 1 от тяжелой травмы головы. Кроме того, у одной туристки отсутствовал язык. Еще одним странным фактом была высокая радиоактивность одежды группы Дятлова. Морское чудовище, снятое у берегов острова Хук. Этот хорошо известный снимок многие считают результатом работы с фотошопом. Но мало кто знает, что французский фотограф Роберт Ле Сирёк снял это неизвестное гигантское морское животное еще в 1965 году, и эта фотография стала поводом бурных дискуссий среди зоологов. Фотография про скунсовую обезьяну. В 2000 году неизвестная женщина сделала 2 фотографии предположительно скунсовой обезьяны и отправила их с письмом во Флориду в отдел шерифа. В письме она написала, что она сфотографировала монстра в своем дворе, 3 раза приходившего ночью за яблоками, которые она оставила на заднем крыльце. Охотники за снежным человеком назвали существо скунсовой обезьяной из-за внешнего сходства и неприятного запаха, исходящего от него. Фотография огни Феникса. Огни Феникса – это ряд ярких неподвижных огней, которые наблюдали тысячи людей над городом Фениксом в штате Аризона, в США, и городом Сонора в Мексике 13 марта 1997 года. Военно-воздушные силы США объяснили, что огни были сигнальными ракетами, сброшенными во время учений. Однако эксперты опровергли это. Более того, они вновь появились над Фениксом в 2007 и 2008 году. Объяснение этому явлению так и не было найдено. Фотография, на которой загадочный большой палец. На этой фотографии из 4 детей, у мальчика в черном справа возле уха, виден чей-то большой палец, который не принадлежит никому из детей. Сначала я подумал, что это палец этого мальчика, но присмотревшись, можно разглядеть, что это не его палец. Согласитесь, это очень жутко. Фотография путешественника во времени. Эта фотография была сделана в 1941 году во время церемонии открытия моста South Forks Bridge. Внимание привлек молодой человек, которого многие посчитали путешественником во времени из-за современной прически, свитера на молнии, футболки с принтом, модных очков и фотоаппарата-мыльницы. Весь прикид явно не из 40-х годов. Слева красным выделен фотоаппарат, который действительно был в ходу в это время. Мобильный телефон в фильме Чаплина. В треках DVD фильма Чарли Чаплина «Цирк» люди могли посмотреть короткий фильм и фотографии премьеры фильма в 1928 году, где можно увидеть женщину, которая, судя по всему, говорит по мобильному телефону. Режиссер Джордж Кларк заявил, что это является доказательством существования путешественников во времени. Некоторые высказали предположение, что женщина использовала слуховую трубку, но это не объясняет, почему она разговаривает по аппарату. Эскадрон сэра Годдера. За одним из авиаторов можно четко разглядеть лицо еще одного человека. Члены эскадрона утверждают, что это лицо Фредди Джексона, авиамеханика, который погиб в результате несчастного случая за 2 дня до съемки. Его похороны проходили в тот день, когда был сделан групповой снимок. А на этом все. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Всем хорошего настроения, удачи и пока.